И мы продолжаем наш выпуск. Татарский драматический театр презентует спектакль по роману японского писателя. Премьера состоится уже на этой неделе. Несмотря на то, что драма «Женщина в песках» еще не ставилась на сцене, постановка уже вызвала интерес челнинцев. И все благодаря трейлеру. На генеральной репетиции побывала наша съемочная группа. Эту драму на сцене еще никто не видел, но актеры, режиссер и автор сценария уверены, что постановка понравится зрителям. Спектакль «Женщина в песках» написан по роману японского писателя Кобо Абе. В свое время произведение было очень популярно. Фильм снят уже, как я сказал, в 1964 году и получил 2 Оскара. Первый Оскар в 1965 году – это как лучший фильм на иностранном языке. И второй Оскар в 1966 году – лучшая режиссура. Драма с философским смыслом, но в ней есть место и комедии. Рассказать сюжет вкратце сложно. Мужчина отправляется в отпуск, чтобы пополнить свою коллекцию насекомых редкими экземплярами. Проводник оставляет его в уборной лачуге с молодой хозяйкой. В ее дом можно попасть только по лестнице, но она исчезает на утро. Произведение практически 200 страниц. Произведение мужчина находится в ловушке, в яме. Практически событий нет, как таковых сюжетных, таких, скажем, ярко проявленных. Половина романа обращена к самому себе, это внутренний монолог. Автор сценария Равиль Сабыр впервые прочитал произведение «Женщина в песках» в 7 классе. С тех пор у него была мечта написать к нему сценарий. У пьесы нет временных рамок. Она актуальна и сегодня. Но для этого Равилю Сабыру пришлось постараться. Мы тут ставим спектакль о нас сегодняшних. Нам не интересно особо, что там в Японии в 1964 году происходило. Нам интересно, что сейчас с нами происходит здесь. Естественно, писать инсценировку было довольно сложно. Вот Альберт уже отметил, что там по 10, по 15 страниц подряд идет внутренний монолог или там внутренний спор героя с самим собой. Проект постановки драмы стал одним из победителей конкурса на получение республиканского гранта. К слову, 15 марта премьеру посмотрят критики Министерства культуры Республики. Алина Сидорова, Гузель Шигапова и Ильнас Тимирбаев для программы «Новости». Стильные кожаные куртки и плащи достанутся вам по невероятным ценам, со скидкой от 30 до 60%. Причем мы говорим о товаре из новой коллекции. Почему такие цены, спросите вы? Дело в том, что магазин 5000 дубленок в связи с закрытием дарит вам полную ликвидацию товара. Мутоновые шубы за 15 000 рублей, дубленки за 10 000. Акция действует до 20 марта. Куртки, пиджаки, плащи и другие изделия из натуральной качественной кожи вы можете купить почти даром. Сделайте это прямо сейчас и не откладывайте на завтра. А цены обязательно сделай покупку в магазине 5000 дубленок еще приятнее. Вот такая стильная кожаная куртка обойдется вам всего за 9000 рублей. А вот такая цвета фуксии за 13. Не верите? Приходите в магазин 5000 дубленок и убедитесь, что цены здесь тают быстрее, чем снег. Итак, яркий букет красивых и оригинальных вариантов одежды ждет вас на 3-м этаже торгового центра «Палитра» в магазине 5000 дубленок. Все условия для идеальной покупки. Выбор за вами. В эфире информационная программа «Город», в студии Екатерина Привалова, и мы продолжаем выпуск. Своеобразный эксперимент решили провести в Татарском драмтеатре. Необычным для челнинского зрителя будет многое – и декорации, и сюжет, и выбор произведения. Здесь готовится премьера спектакля по роману японского писателя Кобо Абе. На генеральной репетиции побывала наша съемочная группа. Последнее наставление режиссера перед премьерой и заключительная репетиция. На суд зрителей и критиков драма «Женщина в песках» предстанет уже послезавтра. Сценарий написал Равиль Сабиров по роману Кобо Абе. По его словам, трудности возникли не только при переводе на татарский язык, но и во время переноса действия романа на сцену. Там очень много философских рассуждений в романе. Ну, буквально страницами по 10, по 15 страниц, потом небольшое действие. И все это показать на сцене очень трудно. Там вот такой толстенный роман, мы все это показываем за 100 минут.
По сюжету романа главный герой остается ночевать в деревне у молодой женщины. Ее дом расположен на самом дне ямы в песке. Спускаться туда нужно по веревочной лестнице. Чтобы воспроизвести на сцене такую необычную обстановку, пришлось построить очень сложные декорации. 3,5 метра наверху играть актрисам сначала очень страшно было. Мы их там закрепляем, делаем страховку. Вот, прыгать, бегать там достаточно страшновато. Режиссеру впервые довелось работать с челнинской труппой. Сложности не возникло. Наоборот, его новаторские идеи, по словам самих артистов, были восприняты с энтузиазмом. Надо сказать, что такое количество этюдов не делало уже, наверное, театральное училище. Это абсолютно новые формы, новые актерские приемы вот в этой работе. Поначалу пугало, а потом мы даже во вкус вошли и уже чересчур даже импровизировали. Для нашего театра это очень большой эксперимент, и я даже считаю риск. Наш зритель до этого с таким спектаклем, с такой постановкой не сталкивался. Премьера состоится 15 марта. Также спектакль зрители увидят 17 и 30 числа этого месяца. Анастасия Елисеева, Петр Греков, ТНТ Эфир.